Лучше прислушаться к Эмомали Рахмону, его предсказания очень часто сбываются. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем предостерег наш президент глав государств, членов ШОС, и к чему их призвал. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите ШОС в Самарканде, призвал страны-члены создать отдельную структуру, отвечающую за антитеррористическое направление, сообщает пресс-служба главы государства. Это предложение президент Таджикистана сделал, принимая во внимание сложную ситуацию в Афганистане и необходимость активизации усилий по борьбе с угрозами региона. Он выразил озабоченность ростом объемов контрабанды наркотиков из Афганистана, отметив актуальность идеи создания отдельной структуры организации, отвечающей за антинаркотическое направление. Также президент Республики Таджикистан отметил опасную тенденцию распространения идеологии религиозного радикализма и призвал страны ШОС совместно отслеживать ситуацию и действовать на опережение, предотвращая возможные риски возрастания угроз безопасности. В ходе выступления Эмомали Рахмон напомнил о своем прошлогоднем предложении принять стратегию экономического развития региона ШОС до 2030 года и предложил дать поручение главам правительства на ближайшем заседании рассмотреть данный документ с перспективой ее утверждения на следующем саммите ШОС. По итогам заседания главы государства подписали 22 решения по различным вопросам повестки дня ШОС. В заключении своего выступления глава таджикского государства поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с принятием функций председателя ШОС на предстоящий период от Узбекистана. Как вы относитесь к такой идее нашего президента и как вы думаете, она рабочая? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также председатель КНР Си Цзиньпинь заявил 16 сентября, что мир вступил в новый период потрясений, и что партнеры, такие как президент России Владимир Путин и лидеры стран Центральной Азии, должны не допустить, чтобы иностранные державы спровоцировали цветные революции. Си во время своей первой поездки за пределы Китая с начала 2020 года заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС в древнем узбекском городе Шелкового пути Самарканде, что они должны поддерживать друг друга, чтобы сдерживать иностранное вмешательство. Мир вступил в новый период бурных перемен. Мы должны уловить влияние времени, укрепить солидарность и сотрудничество и способствовать построению более тесного сообщества судеб Шанхайской организации сотрудничества, сказал Си. Мы должны поддерживать усилия друг друга по защите интересов безопасности и развития и не допускать проведения цветных революций внешними силами и совместно противостоять вмешательству во внутренние дела других стран под любым предлогом, отметил глава Китая. А как вы думаете, почему они так это яро обсуждают, что диктаторы слышат, что им скоро конец их правлению? Как вы думаете, действительно ли мы вступаем в новую фазу и переживут ли ее наши диктаторы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.